Обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Они нам очень важны. Туркменские студенты в России фактически лишились финансовой поддержки от родителей. В связи с западными санкциями против России Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана теперь конвертирует валюту для отправки студентам только через два российских банка. По сути, учащиеся лишились и той крошечной финансовой поддержки от родителей, которую имели раньше. А главное, они не могут платить за учебу. Как сообщили источники Turkmen News, родители студентов в Туркменистане теперь могут конвертировать валюту по госкурсу лишь для отправки в Тинькофф Банк и Райфайзенбанк. При этом Райфайзенбанк имеет в России менее 200 отделений, сосредоточенных в крупных городах, а Тинькофф Банк вообще специализируется на онлайн-обслуживании и не имеет оффлайновых отделений. К тому же Тинькофф Банк в последние недели постоянно увеличивает комиссии за операции и ограничивает возможность приема денег из-за рубежа. Таким образом, теперь студенты фактически не могут получить даже те $50 в месяц, которые родителям разрешалось пересылать им в последние годы. Но если на жизнь студенты за это время уже привыкли правдами и неправдами зарабатывать сами, то без помощи родителей оплатить учебу большинству из них окажется не по силам. Для вузов введены те же правила, поясняет источник. Родители студента могут оплатить учебу из Туркменистана, только если вуз имеет счета в Тинькофф банке или Райфайзенбанке. Но такого не бывает. Все вузы России держат свои счета в государственных, Сбербанке и ВТБ, изредка еще в Газпромбанке или Московском индустриальном банке, но не в двух вышеозначенных. До недавних пор Внешэкономбанк Туркменистана самостоятельно старался максимально ограничить возможности отправки денег студентам за границу. Теперь же перемещение денег между российскими и зарубежными счетами объективно сильно усложнено из-за санкций. Туркменские власти могут просто не пытаться помочь студентам, при этом оставаясь невиноватыми. Ранее, в начале 2022 года, нечто подобное произошло в Беларуси. Туркменские банки отказались переводить деньги студентам белорусских вузов, объясняя это западными санкциями.